Слышно? Хорошо, здорово. Это первый раз я говорю сейчас перед как большой группой людей. Мы уже 2 дня был вместе лидеров малой церкви. Но я только хотел сказать за Тами и за меня. Так мы благодарны, так мы счастливы здесь быть с вами. Мы уже много лет слушали о Алтае и о лагере здесь, и как Бог работает, и как вы общаетесь здесь. И для нас это только еще большая привилегия быть здесь с вами и да видеть, как Бог создал невероятный мир вокруг нас. Спасибо вам. Мы тоже очень благодарны и мы гордимся лидерством в Новосибирск, который все это организовал. И я не могу назвать все, но вы понимаете, кого я говорю, и мы только благодарны им тоже. Вы знаете, урок сегодня вечером, это вызывающе меня сказать, но не должен быть очень длинный. Может быть, это чуть-чуть я чувствую как изменение времени. Мы с теми летели 27 часов быть здесь с вами. Менял пилот 4 раза. Мы начинал на западный берегу США. И тогда летел сюда, через Сан-Франциско, от Сиэтла, через Сан-Франциско, через Франкфурт, через Москву. И вот мы сейчас с вами. Мы очень счастливы здесь быть. Ну, да, мы 13 часов разница, где мы были и где мы сейчас. И только еще день здесь, и тогда надо начинать вернуться туда. Аминь, спасибо. Но идея сегодня вечером это поделиться с вами, как лучше вести наши церкви. Я знаю, здесь есть домашняя церковь лидеров. Вы знаете, на самом деле рост в церкви это полностью связано, как мы имеем маленькие группы. Я верю, на самом деле, это ключ для нашего будущего. Потому что в этой маленькой группе, мне кажется, Бог действует на какой-то невероятный цвет. Он даст нам отношения друг с другом, где мы можем узнать друг друга, ближаться друг к другу. И, честно, Он может говорить нам очень хорошие вещи из-за люди знают нас, и они знают Библию, и тогда мы на самом деле можем ближаться ему через это отношение друг с другом. Но я хочу назвать этот урок сегодня «Будь силен благодатью». И я буду спросить сейчас Дима прочитать для меня 2 Тимофею, 2 глава, 1 до 7 стих. Хорошо. 2 Тимофею, 2 глава, стихи с 1 по 7. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати и с Христом Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были способны бы и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя с житейскими делами, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Аминь. Это было бы классно быть Тимофеем, потому что его наставник был Павел. И они работали вместе, наверное, было около 10 лет. На самом деле, сейчас для меня это не очень долго. Я уже ученик 32 года, но до сих пор не имел ни одного наставника 10 лет. Но думаю, что если Павел меня наставил, это было бы классно, да? И когда Павел говорит, подумай о том, что я говорю. На самом деле, мне кажется, для Тимофея он мог думать о много вещей. Павел написал почти половину нашей Новый Завет. И там есть много посланий и много учения.
И вы знаете, я верю, было гораздо больше, Бог дал нам, что нам нужен. Но если ты был с Павлом, это значит, ты слушал много вещей. И для меня это очень вдохновляет, потому что Павел сказал ему, как самое начало, самое важное, быть силен благодатью. На самом деле, откуда наша сила? Что даст нам силу? Иногда мы чувствуем, что это мое убеждение. Иногда это мой опыт. Иногда это люди вокруг меня. Но на самом деле, самые невероятные силы в нашей жизни это благодать Иисуса Христа. Это Его милость в нашей жизни. Нет никакого мотивации в нашей жизни столько же сильной, как милость Бога. Но вы знаете, кому нравится показывать благодать, милость? Да, вы это понравилось, да? Потому что для Бога показывать нам милость или благодать значит, что надо нам что-то простить. Если мы будем показывать милость, это значит, что на самом деле кто-то против нас грешил. Еще раз я спрошу, кому нравится показывать благодать? Вы понимаете вопрос, да? Может быть, прости мой русский, я понимаю, что это не всегда очень легко понимать. Но идея это что? Самая важная вещь мы имеем, это милость Бога. Самые понятные пути мы можем показывать это другим, это быть милостными с ними. Если мы будем милостными, это значит, что нам надо пустить им грешить против нас как-то. Сделать нашей жизни на какой-то образ неприятно. Тогда, вы знаете, вы слушали, идти и приглашайте людей, обратить народы и так далее вещи. Но думать об этом, если мы будем показывать милость Бога кому-то, нам надо идти и быть как открыто для ссор, для боли. Нам надо поделить наши жизни и быть готов тогда простить. И тогда мы можем показывать мир, кто Бог. Самое главное это Его милость, которая на самом деле мотивирует нас. Правильно, да? So, это важно, что мы это понимаем. Наша сила это благодать Бога. И это может на самом деле меняет, как мы посмотрим мир. Читает это радость, когда вы проходите через страдания. Да? На самом деле это противоречит. Все я верю в мой плоти. Но на самом деле, когда я живу через это сложности, я покажу в мир, есть что-то другое в моем сердце. Что-то, что отличает меня от мира вокруг меня. Будь силен благодатью. Следующий вещь он говорил. Доверь надежным людям. Доверь надежным людям. Что? Это, что ты получил, даст других. Вы знаете, есть много теорий, почему церковь растет сейчас более медленно, чем было рост с самого начала. И это интересная вещь, но если будем посмотреть статистика наших движений по всему миру, будет заметить вообще, обычная церковь начинается вырастет нормально, как это, если есть какой-то turnover команды, мы посылаем команде куда-то, это первые 3-4 года церковь вырастет. И обычный опыт, это после 3-4 года, это на самом деле рост перестанется. Почему-то. И вы знаете, это происходило в много мест. Есть несколько причин, я думаю. Один это может быть мы теряем пыль. Мы теряем ревность это сделать. Почему-то мы думаем, я доволен сейчас, что есть вокруг меня. Вы знаете, сколько хороших друзей мы можем иметь? Немного. Но мы приходим в церковь из мира,
И через несколько годы вокруг нас есть 3-4 хорошие друзья. И честно, мы начинаем чувствовать себя довольным. Моя жизнь классная. Видят это люди вокруг меня. И на самом деле, что мне кажется, один вещь, что происходит, мы только довольными в нашей жизни, как и есть. Но еще вещь, я верю, может сказать, будет остановить роста, это у нас есть какой-то набор лидеров, и все счастливы из этого. Лидеров счастливы, потому что это были их амбиции или желание быть лидером. Не все, но большинство. И люди счастливы, потому что они не хотели быть лидером. И этот человек счастливый быть лидером. И тогда есть какой-то баланс. Есть как 10-15 человек, есть один, который хочет вести. Все счастливы. И еще раз, вы понимаете меня, мы найдем какой-то баланс, но это не здоровый. Потому что на самом деле, где будет рост тогда? Это не сердце Бога. Потому что Бог не только видит нас в Новосибирске или в России или по всему миру. Он только не видит учеников, Он видит каждый потерянный человек. Он любит каждого одинаково. Он хочет, что все будут учениками. Конечно, мы знаем, не все будут. Мы знаем, что путь узкий, и только несколько людей найти ее. Но на самом деле тоже мы знаем, Бог хочет все. Бог не решил уже, кто будет спасен или нет. Но когда мы станем, когда мы довольны в церковь как и есть, это как мы решили, кто должен быть спасен и кто нет. Мы это решим тогда. Понимаете? И это наша ответственность найти надежными людям, которые на самом деле может помогать следующий человек стать учеником. Это должен быть какой-то цепка. И мы сейчас, может быть, каждый здесь имеет какой-то домашний церковь или, может быть, церковь в каком городе. Но вопрос это, кто будет следующая группа, которая будет появляться в вашей как ответственность? Где следующий шаг? Вы знаете, вы все, я знаю, вы русские люди, вы любите плоды, да? Фрукт. Вы это любите, да? Любим иметь маленький сад где-нибудь, и картошка копать, и это разные вещи. Вы все это любите, это классно. Но вы знаете, если у вас было какое-то дерево, яблочное дерево, это классно, если ты как бросить семена там и зерно, и через 3 года есть такое, дерево такое, да, это будет 3 года, может быть, похож, да? И вы будете как, это классно. Ты будешь счастливый, если через 6 лет это до сих пор такое? Нет, это только если это очень близко твой дом или что-то. Если в обычных условиях ты хочешь, что будет растет и даст много плодов, да? Да. Но вы знаете, размер дерева ограничивает, сколько плодов может быть там каждый год. Да. И если дерево не сам растет, тогда не будет еще плоды. И честно, это то же самое в церкви. Один причин церковь не растет, это мы все очень довольны. Я имею столько же хороших друзей. Хватит уже. Не надо еще один. Я не знаю, может быть еще один. Но мы уже видим, кто-то в церковь будет классно им познакомиться. Вы понимаете меня? Но Бог видит весь наш город, и Он хочет соединить с нами еще людей. Большая толпа людей. Это тоже смешно чуть-чуть говорить о малой церкви. Потому что я жил в Москве 8 лет, и когда мы с теми уехали в Москву, тогда было 2750 учеников. И вы знаете, до последний день я там был, я назвал Московскую церковь Христа маленькая церковь. Маленькая, как сравнить чего? Вот что. Потому что
нам надо посмотреть, что есть сейчас то, как основание для завтрашней церкви, понятно? Это только основание. 500 человек, 1000 человек. Вы знаете, сколько людей может креститься? Примерно население в Новосибирске, это 2 миллиона, да? Мне кажется, что Бог хочет свой десяток. Десятины, да? Если есть 2 миллионов, ты хочешь какой-то цифра, какой-то цель, я даю это тебе вам. 200 тысяч тогда. Отлично. 200, Энди, это столько же. Но это мало, 1 из 10. Это до сих пор может быть узкий путь. 1 из 10, понятно? Но вы знаете, иногда мы думаем, да, ну у нас есть 700. Вау, это так большое. Я вспомню, когда церковь была 100, и вот сейчас, и у нас есть как здание сейчас, помещение, у нас есть программа для детей, и подростков, и ура! Мы так довольны. Но Бог, как вы знаете, есть столько людей там, которые хотят быть с вами. Но нам надо вырасти тогда, нам нужно больше лидеров. Церковь не может растет, если не умножит лидерство в церковь. И я не говорю сейчас о полное время людей. Это тоже классно, если есть еще на команде. Но на самом деле, самая важная группа лидерства в церковь – это малая группа лидеров. На самом деле, я работаю для церкви, есть евангелистов и стажеров и других, которые работают. Наше главное служение – это приготовить вас и помогать вам в вашей работе. Потому что это на уровень маленькой группы есть ученичество. Это на уровень маленькой группы на самом деле есть реальный рост. И это где нам надо фокусировать. Павел сказал Тимофею, доверь надежным людям. Передай, что вы получили. И вы знаете, что классно? Когда я передаю других, что Бог мне дал, я начну пересценю это, как это сделало меня радостным. Я понимаю, как это классно заниматься Библией с людьми из мира. Каждый раз мы с теми заниматься Библией с какой-то женатым паром, нет исключения. Мы заканчиваем это занятие, и на пути домой я говорю теми, ой, я так счастливый, мои ученики, слава Богу. Вы понимаете меня, да? Когда видишь, что происходит в мире без Бога, и что может происходить в церкви с Богом, я так благодарен. И иногда мы перестанем быть благодарными, потому что мы забыли, столько же Бог сделал в нашей жизни. Это тоже помогает нам, когда мы относимся в мир в этом смысле. Павел тоже здесь говорил, будь хорошему воину. Вы знаете, я не знаю, война у меня как не очень приятная идея. Моя дочь сейчас живет в Украине, что происходит там, на восточной Украине, это не радует никому. Я не знаю, кому это полезно. Мы много лет работали в Ближнем Востоке, мы с теми. Вы знаете, столько война там. И сейчас это даже хуже, чем было 10 лет назад. Африка сейчас, как разные места, как война, кому полезна, это не положительная вещь. Но на самом деле, есть война настоящая, которая как миллионов разных более важна, чем какой-то мирский или земной война. Это духовная война, которая происходит в нашем сердце и в сердце людей вокруг нас. Нам надо быть воины. Нам надо это понимать. Нам надо понимать, что есть война, и мы боремся сейчас. И он сказал здесь, не мешается твоя жизнь в как мирские вещи. Если ты солдат, надо фокусировать на этом. Если ты солдат и война проходит, ты не будешь тогда иметь какой-то палатки там на военном поле, и там будет жена и дети. Вы знаете, жена, я буду сейчас идти и бороться, и я буду вернуться через 5 часов, пожалуйста, будет классно, если есть что-то кушать. Это не как война
проходит, понятно? Человек надо быть фокусирован. Он не хочет беспокоиться о семье. На самом деле, в этом примере это не полностью работает, потому что частная наша война, как ученики, это за нашу семью. На самом деле, это есть духовная война там тоже. Но я хочу только сказать, что это реально, что есть что-то очень важное происходит, и это вопрос жизни и смерти. И это происходит в жизни каждого. И нам надо быть осторожны, что мир не отвлекает нам. Что мы не начинаем только заниматься вещами, которые мир занимается. Это так сложно, потому что везде есть реклама. Я вспомню 24 года назад, когда мы переехали в Москву, почти не было реклам на улице. Москва была очень... Если спросить меня, что было как самый популярный цвет Москва, я буду сказать серый. Серый, да? Потому что вообще не было свет ночью. Ты знаешь, был очень известный магазин. Был какой-то одежный магазин 41. Одежный магазин 42. Не было марки или что. Конечно, уже появились чуть-чуть западный стиль вещи, но идея была только что, как на самом деле, жизнь была проще. Это правда или неправда? Я не говорю, это было легче. Я не говорю, что на самом деле нам надо вернуться туда. Я говорю только один вещь. Мне кажется, в 91 году было, у людей было денег, но не было ничего купить. 20 лет спустя есть много вещей купить и не столько же денег. Или так чувствуете, вы понимаете, да? Да. И на самом деле, есть искушение купить вещи нам не нужен особенно. Это материализм. Я чувствую, Дима может прочитать еще отрывок, это Луки 8, стих 14. Давай, Дима. Давай. Евангелие от Луки, 8 глава, 14 стих. Ага. Давай, Дима. А упавшие, это притча о сеятеле, и там один из видов почвы. А упавшие в тернии, сорняки, это те, которые слушают слово, но отходя с заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Иисус это назвал как реальный вызов нам в нашей жизни. Это интересно, потому что там растение было достаточно как большой плодоносить, но было проблем. Не было достаточно ресурсов там доступно растение. И колючек там был, и они взяли ресурсов. Для нашей жизни материализм это колючек. Это отвлекает нас от более важной вещи. И нам надо спросить себя, столько же это важно нам. Конечно, Бог не против вещей. Он создал этот мир. Бог не против золота, Он это создал. Он не против красоты, вот что Он создал. Как Бог не против хорошей жизни. Он дал нам еду, Он дал нам все. Но Он против, если это станется более важно, чем Его царство, чем Его праведность. Тогда на самом деле что-то не работает в нашей жизни. Что Павел Тимофею говорил, тебе надо быть как хорошему воину. Надо фокусировать и понимать, что важно. Есть вопрос в нашей жизни, смерть и жизнь. Быть осторожно, что не отвлекаетесь от самого важного. Еще он сказал, нам надо жить по правилам. Он говорил, как быть спортсменом. Ты хочешь выиграть. Но на самом деле, если ты будешь сравнивать, тогда есть правила. И это то же самое для нас, как ученики. Если мы будем выиграть, на самом деле, Бог дал нам правила, как жить. Давай мы будем читать еще отрывок. Павел сам говорил, 1 Коринфянам 9 глава, стих 24 до 27. 1 Коринфянам 9, 24 до 27. Не знаете ли, что бегущие на стадионе, на ресталище, бегут все,
но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все спортсмены воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Ну как, попробую, получится, не получится. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Есть правила в нашем соревновании. И здесь написано, что только один человек будет выиграть, не беспокойтесь. Он не имеет в виду, что только один из нас выиграет, хорошо? Но что он хочет, что мы понимаем, есть правила, и есть какое-то соревнование, только один человек, это правило, только один будет выиграть. И он будет выиграть, из-за он исполнял все это. Иногда мы думаем, как выиграть нам надо бегать быстро. Но вы знаете, это не главный момент здесь. Он не говорит здесь, как бегать самый быстрый, ты выиграешь. Он говорит, ты играешь по правилам, и ты будешь тогда выиграть. Понятно? Это его смысл. Есть правила в нашей жизни. Любить друг друга. Есть в Новом Завете 60 разные отрывки, где есть какой-то вариант друг друга. Занимается что-то друг друга. 15 их них говорит, любите друг друга. Самое главное для Иисуса, это мы на самом деле любим друг друга. Вот правило. Вы знаете, в браке никогда будет, если есть какой-то спор, никогда есть победитель и тогда проигравший, да? Проигравший. Никогда есть так. Либо оба два проиграем или два выиграем. Понятно? Есть только два варианта. И тоже в церковь мы хотим, что мы все будем достигнуть цель. Все будут на небесах вместе. Мы хотим все вместе. И Бог тоже это хочет. Конечно, мы не можем сделать решение для другого человека. Мы не можем контролировать это. Но мы можем сделать все возможное, вдохновляет им. Есть правила. Если мы будем жить по правилам, на самом деле Бог будет нам благословить. Если когда вы крестились, было сказано тебе, в вашей жизни будет только поражение, никогда будет богатым вообще, ты не будет никогда женат, не будет иметь дети, на самом деле ты будешь болезненный, как болен, как больной. Если будут такие вещи, но до конца ты будешь иметь вечная жизнь. Кто все равно будет креститься? Вы знаете, я думаю, да, мы будем как, давай, это не очень радостный, будет долго эта жизнь. Иисус, вернитесь сегодня, пожалуйста, даже сейчас, как, может быть, менять чуть-чуть наши... Но вы знаете, Бог не так нам сказал. Он обещал нам небеса, и будет место там для нас, но и будет здесь тоже хороших моментов. И будет сложности, только из-за он нас так любит. Кто любит наказывать свои дети? Не покажи руки. На самом деле, это не... Я не люблю наказывать мои дети, но из-за я люблю мои дети, я им наказывал. Так классно, что они уже прошли как через это. Мой сын почти 17 сейчас, он ученик, и ты знаешь, мир его уже наказывает, не надо меня. Как жизнь сам имеет свои сложности. Я его как это слово? Да, поддержка, но болельщик, да. Я его фан. И это приятно мне сейчас. Если он что-то неправильно сделает в школе или с друзьями, он страдает. Не надо меня ничего сделать, я только могу сказать, это жалко, да? Почему ты думаешь, они так говорил с тобой, или это происходило с тобой? Я могу его вдохновлять, понятно?
И это важно только, когда они были маленькие, из-за мы любили наши дети, было нужно наказывать. Это показывало, Бог любит нас. Из-за этого есть сложности на нашей жизни. Кто имеет сложности? Бог любит вас. Кто имеет как большие сложности? Бог очень любит вас. Понимаете? Как нам надо по-другому посмотреть это. Но вот такие правила. Но мы как, Бог, нам не нравятся ваши правила. Лучше, как обещает нас, богатство на земле. И мы будем здоровыми постоянно. И все будет классно с нами. Вы знаете, если ты хочешь такое Евангелие, есть. Конечно, никто не может дать вам, но есть церкви, которые это проповедуют. Но слушай меня, они не будут дать вам вечную жизнь. Даже Иисус говорил своим ученикам, да, в этом жизни вы получаете, если вы жертвуете семья и отношения, и поле, и средства, на самом деле будут получать даже больше обратно в этом мире, и страдания, и преследования. Понятно? Как на самом деле, вот правила нашей жизни. Бог работает. Иногда ученики говорят, вы знаете, лучше уходить из церкви, потому что это так сложно, церковь. Но вы знаете, ты думаешь, это легче в мире? По крайней мере, когда мы дети Бога, есть какой-то смысл в нашем сложности. Есть смысл. Но если я не ученика, я не с Богом, все это сложно и бессмысленно. Так хорошо, Бог меня любит. Есть сложности, тогда я могу радовать, потому что Бог меня любит. Вы знаете, тоже есть благословение, и Бог меня любит. Есть сложности, Бог меня любит. Ничего себе, нашел секрет быть довольным. Нашел секрет. Бог меня любит. И это все. Аминь. Последняя вещь, что Павел здесь сказал, я буду, может прочитать? Да, 2 Тимофею 2 и 6 стих. Да. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Знаешь, что интересно? Он сказал, это работник должен быть первым, что получает это плоды. Но тоже там написано... Это хорошая заповедь очень. Да, это тоже написано, он как творчий работает, как это слово? Он трудящийся. Он трудящийся. Вы знаете, он только не в названии фермер, он труждающий. И вот принцип, и Бог действует. Бог, если когда мы трудимся в Христа, Бог благословит эту работу. И иногда Он не благословит нам на скорость мы хотим. Его расписание чуть-чуть другое, чем наше расписание. Но даже в этом есть какой-то смысл. Бог любит нас, и Он даст нам, что лучшего нам. Давай мы будем прочитать 2 Коринфянам 9, 6-11. 2 Коринфянам 9 глава, 6 стиха до 11. «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй, отдавай по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего, хотящего это сделать, да, дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано об Иисусе, расточил, роздал нищим, правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды праведности вашей. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу». Видит принцип здесь? Как мы сеем, мы будем собираем. И если мы не щедры,
Если мы, как это, скупые. тогда скупо мы будем собирать. Понятно, как есть отношения. Но если мы щедрим, тогда на самом деле Бог будет даст нам много. Вы знаете, это интересная вещь меня. Столько же людей до сих пор не доверяют Богу достаточно, даст ему даже 10%. В нашем семье 10% это не закон, это начало. Это естественно. И Бог это получает сами начало. Когда мы получаем что-то, первая вещь мы сделаем, это даст Бог свой. И мы больше стараемся на самом деле, надеюсь, что не теряет мою награду, но мы надеемся стараться больше на 15%. Даже если есть какое-то наследство или что-то, подарок, мы учим наши дети, даст Бог первым. Вы знаете почему? Бог даст больше, чем мы можем ожидать. Вы знаете интересные идеи? Мы говорим, мы думаем, да, Бог, я вижу, есть нужда в церкви, есть бедный, да, мне надо дать 10%, да, это сложно, но даю, я сделал это. Или, знаете, это не закон, это пример. Но идея. Если было наоборот, не было написано, даст Бог десятник, но там было написано, Бог будет даст тебе 10 раз, что ты даешь. В 10 раз больше тебе даст, чем ты ему дал. Вы понимаете, да? Будет менять, как ты думаешь, о десятник. Меняет. Почему? Я бы побольше бы дал ему, что... Да почему? Честно, проверит Бог в этом. Бог видит, как я даю. Сделать это мой десятник. Понятно, как на самом деле больше мы даем. На самом деле Бог хочет нам благословить. Но если мы не щедрим, зачем Он будет даст нам больше? Бог даст мне больше, и я буду тогда быть щедрым. Вы знаете, это никогда работает сделать какой-то договор с Богом. Как мы имеем какую-то власть. Лучше спросить Бог, что угодно тебе. И Он хочет, что мы будем щедрым. И Он хочет нам тогда благословить сильно. Он сказал, наслаждается плодами. Как на самом деле, это что Бог хочет. Он видит наши жизни. Вы знаете, я вспомнил 90-е годы, когда были сложности в России экономические. И вы знаете, что было интересно? Мы начали делать один склад в Москве. Люди, которые имели больше, чем было нужно им, мы кладывали, как одежда, разные вещи, домашние вещи. И то люди, которые нуждаются, они могут идти туда и взять, как Надежда Москва это организовала. Вы знаете, это что было так классно видеть, не было нужд среди нас, точно как написано в Библии. И мы кормили друг друга, было много в общем. На самом деле, это было невероятно. И вокруг нас было много сложностей. Но в церковь, на самом деле, никто голодал. Все работало. Вы знаете, мне кажется, Бог хочет, что мы будем быть щедрыми. Он хочет, что мы будем сеять щедрые, тогда может собирать щедрые. Павел сказал Тимофею несколько очень важных вещей. Потому что на самом деле это так легко забыть, или только на самом деле жить по традиции. Как мы живем и сделаем, что мы сделали. Классно, что мы не будем курить, что мы будем не выпиться, что мы как вещи бросили. И сейчас вместо этого есть более добрые привычки. Но иногда мы начнем только жить по привычкам. И не жить с духом. Живые. Вы знаете, я так благодарна, есть сейчас по всего Евразии, включается Украина и так далее, есть, может быть, сейчас 8 тысяч учеников. Но честно, я уверен, Бог хочет гораздо больше. Но Он не может дать плод, если дерево не растет. Потому что слишком много плод, и тогда дерево умирает. Как нам нужно, как больше лидеров и людей, которые могут заботиться о других, больше наставников,
больше ответственные люди. Я благодарен вам, потому что вы готовы сейчас что-то сделать для церкви, где вы. Но честно, сами корни в этом нам надо умножить себя. Нам надо найти людей и передать им, чтобы дано нам. И помогать им вырастить, и быть ответственным и так далее. И вы знаете, быть лидером это не для всех, вообще это не для всех, но быть служителем это для всех. И нам надо тогда быть служителями все, и не сколько тогда служить в лидерство и другие способы тоже, но нам надо умножиться, кто мы. И честно, на самом деле, я верю, мы можем видеть гораздо больше, чем мы видим сейчас. Бог может сделать больше, чем мы видели тогда. На самом деле, это было только начало, и если Бог даст нам время, нам надо идти до конца. Понятно? Пусть этот урок помогает нам все фокусировать, быть более острыми в наших мыслях и понимать, на самом деле, это очень важно, что мы занимаемся. Это угодно Богу. Давайте молиться вместе. Давай, брат. Отец наш, мы так благодарны, что мы можем собираться сегодня, особенно здесь, в природе. Мы видим невероятную красота вокруг нас. И звезд вчера вечером было невероятно. Только видеть столько, это даже не мог даже начинать почитать. Это не было бы возможно. Но Бог, мы понимаем, что для Тебя это тоже ничего. Ты только что-то сказал, и все это появилось от ничего. Это невероятно. И Бог, Ты столько же нас любит. Ты хочешь, что мы будем ищет Тебя верой. Ты хочешь, что мы будем как строить с Тобой церковь. Ты хочешь сотрудничать с нами, и это невероятно. Бог, я так благодарен за каждого здесь. Каждый, который хочет сделать что-то для Тебя. Но я молюсь, что на самом деле самый центральный, самый корни нашей мотивации – это благодарность Тебе. Что мы понимаем, мы недостойны Твой благодать. И это какой-то подарок Ты дал нам, это невероятно. И Иисус на кресте, это совсем непонятно, что Бог, Создатель этого мира, Бог готов жертвовать свой Сын ради нас. Но мы понимаем, что для Тебя простить нас, наши грехи, это было нужно отречься от себя. Это было нужно не получать справедливость, но на самом деле как жертвовать что-то. И Ты показывал нам это через Иисуса Христа. Мы так благодарны, что мы здесь вместе. И мы благодарны, что не только один из нас будет выиграть. Но на самом деле мы все можем выиграть, из-за мы на выиграющей команде. Спасибо за Иисуса Христа. Это так вдохновляет нам, что Он жил как мы на этой земле, как Он имел плоть, как мы. Он чувствовал себя слабым, как мы. Было искушение в Его жизни, точно как мы. Но Он не терял фокус на Тебя, и Он стремился. И Он спросил помочь людей вокруг Его. И Он на самом деле понял, что без Тебя Он не мог это сделать. И спасибо за этот пример. Иногда мы действуем, как мы сильнее, чем Иисус. Как мы можем жить христианской жизнью без Твоей помощи. И Бог, прости нам эту гордость. Потому что на самом деле это не работает и не дает. Помоги нам сегодня только принять решение быть преданным Тебе до конца. И если есть что-то, которое нам отвлекает сегодня, пожалуйста, помоги нам быть открыты друг с другом и ответиться эта вещь, как принять решение, твердое решение, что мы не будем отвлекаться больше из-за этого. Бог, мы так благодарны, что мы можем быть спасенными. Это чудо. Мы так благодарны, что Твой Дух живет внутри нас. И я молюсь, что мы будем об этом думать каждый день.
На самом деле, мы живем в чудесах. Ты живешь внутри нас. Это невероятно. Бог, спасибо за церковь. Спасибо, что церковь может показывать мир Твою мудрость. И помоги нам благовествовать не только о церкви, но больше о Тебе. Говорить не только, как это хорошо быть учениками вместе, но благовествовать и свидетельствовать, что Ты сделал в нашей жизни. Бог, Ты изменил нашу судьбу. Ты дал нам жизнь, где был смерть. И мы так благодарны. Спасибо за эту возможность быть вместе. Пожалуйста, даст все это лидеров малой церкви, которые здесь собираются, даст им веру. Даст им как укрепление. И помоги нам тоже держать связи, которые здесь укреплялся. Помоги нам быть верным друг друга и не забываем друг друга. Огромное спасибо за эту возможность сегодня вечером открывать вместе Твой Слово. Помоги нам не вспоминать это, что мы учимся. Помоги нам действовать и показывать не только знания, но на самом деле жизнь подобна Твой Слово. Мы все молимся в имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо.